На этом видео я сделаю краткий построчный перевод и небольшое пояснение хакасского текста, известной песни, довольно распространенной среди хакасского народа. Песня матери называется «Эжинің шалскызы». Звучит эта песня. Как переводится построчно? Дело в том, что построчный перевод — это не художественный перевод, но тем не менее возможно понять смысл текста. Ну давайте сначала первую строфу переведем. Айының көк сузы күзіне көттірі, арық сырайың сілік шарчы. Амыр ойғуны синің ол көрі, пар сапкельпазың истыксы бапша. Здесь, кстати, надо запятой поставить. Айының көк сузы күзіне көттірі. Ай — это луна. Сус — существительное сус — луч. Кёк — сус — луч небесного цвета. Күзенек — окошко. Өттіре — сквозь. Ну и вот если перевести, то получается следующее. Сквозь окно светит, проникает лунный свет. Он светит через окно. Так далее, следующая строка. Арых сырейн силик шарча. Арых — чистый, сырей — лицом, силик — красиво, шарча — светит. Я боюсь, что автор не дописал вот этот аффикс. Если без этого аффикса, то получится арых сырейн силик шарча. Получится, что арых — чистое лицо твое, красиво светит. Но лицо не может красиво само светиться, да, но может быть это некий образ такой, образ воодушевленности. Может быть это лучи луны светят твой чистый образ. Тогда было бы точнее, мне кажется. Тут нужно будет обратиться к оригиналу. Арых сырайыңны силик шарча. Ну, так логично должно быть. Так далее. Амыр уйғуны синің ол көрем. Парсап кельпазын истыксы бапша. Амр — спокойный. Уйгу — сон. Син — ты. Ол — он. Көре — это глагол көре — глядя, да? Амр уйгуны синің ол көре. Глядя на твой спокойный сон. Ол — он, имеется в виду луна, видимо, вглядывается в образ женщины, получается, да? Но пока еще речь о женщине не идет. Хотя в названии стихотворения должно быть понятно «Жена счастье матери». Парсап кельпазың истыксы бапша. Парсап. Не то что уважая, но проникаясь каким-то благоговейным отношением. Вот это свет, лунный свет с каким-то благоговением, пазым, паз — это голова, истых душевно сыйбапща гладит. В общем, лучи луны с благоговением гладят тебя по твою голову, если буквально переводить, да? Далее. Узубас эжен харату задам. Узубас — узу — спи, узубас — не будет спать. Жен — это мать, жен — твоя мама, хара — ночь, тоза — да, всегда. То есть узубас жен хара тоза — да. Твоя мама или твоя мать не будет и ночи спать, какие бы ни были они длинные, да. Хайрала псинын амарыңны. Хайрала — оберегай. Син — ты, амр — покой. Оберегает твой покой. То есть мать, она понятно, что всегда любит дитя свое, и она и ночи не будет спать, оберегая покой дитя. Идёк хажында шуртазыңды да. Идёк — и так, хажында — всегда. Шуртазыңды да — и в жизни. Шуртаз — это жизнь. Шуртазыңды да — и в жизни. Сиргак хадырыр — внимательно. Хадырыр — будет охранять. Синің — син
ты синен твое счастье. Счастье. Счастье на твое счастье. И так всегда и по жизни внимательно будет оберегать твое счастье. Илеткан шонны иргіші бағылар. Илеткан шонны иргіші бағылар. Илеткан принужден народ. Илеткан. Так, как бы перевести. Шобах это бедствие. Илеткан шонны ирга, старинные, давние. То есть давние беды приводили народ в какое-то такое состояние, ну, скажем, бедственное состояние, да. Вот давние беды приводили народ в это состояние, бедственное состояние. Женен парн хайлдерганер. Же мать, мама, пар это печень, буквально, да. Хайлдер растаивать. То есть эти беды, они и прямой перевода растапливали печень матери, ну, если прямо переводить, буквальный перевод. Но имеется в виду, что эти беды, конечно, они остались и в печенке, как говорят, да, в русском языке, у матери. Ирткіліп парган туснан хады лы улар. Ирткіліп парган это глагол с нужной формы. Ирткіліп пар, то есть прошедшие, тус время, хады всегда, олар они. Эти беды всегда в прошедшем времени, они всегда вместе, но имеется в виду вместе с жизнью этой матери, да. То есть эти нелегкие годы, эти воспоминания. Ще шуре хадагдала. И тем не менее, но мать, мама, шуре сердце матери, хадагдала всегда охраняет. То есть, но, тем не менее, сердце матери всегда стоит на страже покоя своего дитя. Но это такое небольшое стихотворение. Оно посвящено, конечно, смысл стихотворения в том, что мать, она всегда находится в состоянии оберега своего родного дитя. Поэтому и называется счастье матери. Счастье матери в том, что она свою жизнь посвящает своим детям или своему ребенку. Вот такой краткий построчный перевод, но это построчный перевод. Поэтический перевод, конечно, требует хорошего текстовика. С вами был Сибдей Том.